Пропагандирует жизнелюбие, не боится признать, что она уже бабушка. В нашей студии очень интересные гости. Илья Гарипова, педагог, обладательница титула «Вице-бабушка Вселенная» на международном конкурсе красоты. Доброе утро. Доброе утро, уважаемая королева. Мы должны, хотим и сделаем комплимент в самом начале. Вы прекрасно выглядите. На бабушку точно не тянете. В чем секрет красоты? Начнем с того, что красота, она дается нам Богом, правильно? А вот молодость, секрет молодости, я вам немножко расскажу. Ой, Влад, записывай. Секрет молодости, я думаю, у каждого может быть свой, да, но у меня он самый банальный. Это ежедневный фитнес, это ежедневный ЛФК, это ежедневный уход за лицом, это ежедневный такой позитивный настрой на каждый день. Меня радует вообще все, что меня окружает. Я довольна любой дорожкой, тропинкой, лесом, там, я не знаю, всем, что меня окружает. И я думаю, еще один секрет – это, конечно же, счастливая семейная жизнь. Потому что если в семье что-то не так, мы забываем и про фитнес, и про здоровое питание, и про уход за собой и так далее. В нашей голове заседает какая-то такая проблема в голове, да? И я думаю, это самый большой акцент, который должен сделать каждый человек, который хочет долго прожить и быть молодым. Вот. Но я также советую, конечно же, здоровое питание и чекап своего организма ежегодный, ежеквартальный, и некоторые анализы я даже сдаю ежемесячно. Это полное обследование, да? Да, полное обследование ежегодное я советую делать каждому. Такая дисциплина. Знаешь, это я абсолютно согласен, потому что машины у нас ежегодно проходят техосмотр, да? А люди мы забываем. Забываем. Конкурсы. Это был не один такой конкурс, да, в вашей жизни? Да, в моей жизни с 2006 года было 5 конкурсов. Из них победу принесла мне первый раз, это в 2006 году, я стала Игнич Кабиль 2006. Это самая красивая женщина Татарстана. И я наблюдаю, что с тех пор наши конкурсы внесли какие-то корректировки. Наши конкурсы оценивают уже не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. Конечно. Меня это очень радует. Если раньше нас оценивали только по внешности и по таланту, сейчас нас оценивают даже больше, чем мы можем быть полезны для общества. И меня, в принципе, это и привлекает. Потому что, хочется же какую-то лепту свою внести, свое предназначение какое-то открыть, да. И вот после 2006 года я была на «Миссис Россия», и там я была в десятке, но меня порадовало то, что мне дали «Миссис Благотворительность». Для меня это было самой большой наградой. Да, я его не выиграла, да, но вот этот титул, который дал, то есть оценили мои вложения, так скажем, да, мои душевные, человеческие качества. Давайте об этом как раз поговорим. И, как вы оправдали этот титул «Мисс Благотворительность»? Вот именно что эту благотворительность я заслужила. То есть тогда, в 2017 году, мы очень много с мужем занимались финансированием детских домов. И, поскольку мы это как бы не афишируем, да, но все равно задаются вопросы, чем вы занимаетесь, и мы это говорим для того, чтобы, хотя бы люди знали, что это нужно. Что это можно делать и нужно делать. Да, и люди в достатке или не в достатке, можно внести любую лепту какую-то, да, чтобы быть людям полезным. Вот. И потом я считаю своей миссией, да, и предназначением еще того, чтобы привлекать других людей. Только не то, чтобы я только сама этим занималась, но я привлекать стараюсь других людей, тоже у которых были такие состоятельные, те, кто может себе это позволить, да. Потому что, не каждый может об этом подумать или догадаться, или вообще просто времени нету, да, об этом подумать. И вот я как бы даю такой небольшой толчок. Я вспомнил одно интервью, наткнулся одного известного спортсмена, где у него спросили, вы занимаетесь благотворительностью и рассказываете об этом громко. Даже, можно сказать, пиарите. Как вы реагируете на это? Почему вы так решили делать? Он говорит, смотрите, если я просто сделаю доброе дело и промолчу, я помогу одному человеку. Да.
я не словлю вот как бы негатива в свой адрес. А если я сделаю доброе дело и расскажу об этом, возможно, кто-то скажет, что я пиарюсь. Да, возможно. А кто-то подумает и тоже захочет. Да, и помогут уже не одному человеку, а многим. Поэтому говорить о добрых делах – это хорошо. Но есть еще одно доброе и важное дело – это рассказывать о наших культурных традициях на международных мероприятиях, на международных конкурсах. Вы так делаете, да? Мы правильно понимаем? Как вы вообще себя представили? Как вы представили республику? Вот смотрите, вот каждый конкурс для меня это цель представить татарскую культуру. Я ее очень люблю. И на Мисс Вселенной я представила такой красивый танец татарский вместе с мужем, с детьми, поставил государственный ансамбль песни и пляски. И такие шикарные костюмы нам предоставили. Это здесь у нас? Это было в Болгарии. И за это я получила Best Performance. Это было, то есть, самое лучшее выступление на конкурсе. На последнем конкурсе я поехала тоже в национальном костюме, и за этот национальный костюм тоже получила Best National костюм, да, тоже показала, насколько красивый, колоритный у нас татарский костюм. Я была в костюме сюмбике. Если дети меня спрашивают: мам, какие ты песни любишь? Я однозначно отвечаю, что я люблю татарские песни. А внуки уже спрашивают? Возвращаюсь я все-таки к той теме, ради которой мы сегодня и собрались тут. Внучке 5 лет. Да, она иногда спрашивает: а какие ты песни пела, когда мой папа был маленький? И я ей напеваю эту песню, которую пела мне мама, маме пела бабушка. И вот мы по наследству передаем эти колыбельные татарские песни. И я считаю, что это надо продолжать, это надо показывать подрастающему поколению, чтобы они нас поддержали. Самый идеальный способ передать что-то подрастающему поколению – это делать это на собственном примере. Потрясающий пример, как выглядеть красиво да? и внешне, и внутренне. Спасибо большое за вдохновляющий рассказ. Да, я надеюсь, что многие сейчас и телезрительницы тоже взбодрились, подтянулись и решили с сегодняшнего дня начать заниматься фитнесом, и как минимум. гармонию в семье налаживать.